Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, за что избили казанца и угнали арендованную машину, в которой он сидел. Пока очнулся, то все, вот, только сейчас вот, пришел в себя, как бы понял, что капец какой-то. Нападавших задержали по горячим следам. Обиделся и нанес собутыльнику 65 ножевых ранений. После того, как тот скончался, вместе со своим знакомым они убрались в квартире и скрылись. Подробности убийства в Кайбетском районе республики. А также хроника дорожно-транспортных происшествий. Удар. И меня понесло, я уже руль вывернул вправо, чтобы не вылететь на встречку, и ушел на поребрик. Об этом и не только в ближайшие 10 минут. Избили, а затем угнали машину. С таким заявлением обратился в полицию житель Казани. Он рассказал, что сидел в салоне арендованного автомобиля на улице Челюскина и громко слушал музыку. Видимо, это и разозлило двух мужчин. Они подошли к меломану и по-своему решили его наказать. Нафиса Минязова была на месте происшествия и узнала, чем закончилась любовь к музыке. Потерялся, пока сел в другую свою машину. Это вот это? Да, пока очнулся, то все, вот, только сейчас вот, пришел в себя, как бы понял, что капец какой-то. Об угоне машины мужчина заявил в полицию лишь через 2 часа. Объяснил тем, что уснул после того, как его избили двое неизвестных. Возможно, на это повлияло и то, что он употреблял алкоголь уже вторые сутки. Говорит, отдыхал в салоне арендованной для работы в такси-машине и громко слушал музыку. Видимо, таким образом он разозлил местных жителей. К нему подошли двое мужчин и стали с ним ругаться. А как эти мужчины подошли, они что вам сказали? Громко музыку слушал, все. Не понравился момент? Ну, А потом уже вас вырубили, вы не помните, как все произошло? ну да. Мужчину избили, но этого нападавшим показалось мало. Они сели в чужой автомобиль, после чего уехали. Узнав об этом, полицейские объявили план «Перехват». Спустя несколько часов разбитую машину вместе с вероятными угонщиками нашли на улице Белинского. Оказалось, что по пути они попали в аварию на улице Беломорская, но останавливаться не стали и скрылись с места ДТП. За содеянное им теперь грозит уже уголовная ответственность. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. В убийстве и в покушении на убийство следователи подозревают 51-летнего жителя Зеленодольска. По предварительным данным, он повздорил со своими гостями во время застолья. Один из них в порыве ссоры пнул кошку ногой. Такого хамства к любимому питомцу хозяин не простил и схватился за нож. Айрат Назипов поделится подробностями. Как полагает следствие, все началось с желания 4 мужчин скрасить вечер употреблением спиртных напитков. Собрались и выпили. Алкоголь закончился, и один из гостей пошел за добавкой. Во время ожидания хозяин квартиры повздорил с 2 гостями, заподозрив одного из них в краже 2000 рублей. Не выдержав обвинений, гость пнул ногой кошку хозяина. В дальнейшем мужчина схватил нож и стал наносить гостям удары. При этом в результате полученных повреждений 30-летний гость скончался на месте. Еще один мужчина получил ножевое ранение. В это время в квартиру с бутылкой алкоголя вернулся 3-й потерпевший. Не успев понять, что произошло, он также получил ножевые ранения, но успел сбежать и вызвать на помощь полицейских. Нападавший был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям убийства и покушения на убийство. Причастность к совершению преступления мужчина признал в полном объеме. Судом по ходатайству следователя в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. На свободу он выйдет еще не скоро. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Убийством закончились алкогольные посиделки и в селе Надеждино Кайбетского района. 27-летний предполагаемый злоумышленник нанес своей жертве 65 ножевых ранений. По данным следствия, вероятный преступник приехал в гости к своему 28-летнему знакомому. Во время застолья хозяин квартиры оскорбил гостя и стал упрекать его в том, что он отказался отбывать с ним наказание в следственном изоляторе. В ответ подозреваемый схватил нож и нанес мужчине множественные ранения по различным частям тела. После того, как тот скончался, вместе со своим знакомым они убрались в квартире и скрылись. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. На 2 месяца арестовал Советский районный суд Казани бывшего сотрудника МВД по борьбе с наркотиками. Экс-полицейского подозревают в получении взятки в крупном размере. По предварительным данным, за 750 тысяч рублей он обещал родственнику наркозависимого казанца избавить последнего от уголовного преследования. Мужчина согласился, но затем обратился в правоохранительные органы. При получении части денег бывший оперативник был задержан. Свою вину он не признал.
32-летний казанец пойдет под суд за то, что избил своего отца во время застолья. По данным прокуратуры, нетрезвый мужчина нанес ему не менее 8 ударов по различным частям тела. Пострадавший получил переломы ребер и носовой перегородки. Свою вину обвиняемый в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью полностью признал. Он пояснил, что в детстве ему не хватало внимания и воспитания со стороны родителей. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. 2 человека, включая 2-летнего ребенка, пострадали в аварии в Набережных Челнах. На улице Промышленной столкнулись 3 автомобиля. ДТП, по данным госавтоинспекции, спровоцировал 32-летняя водитель автомобиля Kia Rio. Она не выбрала безопасную скорость и протаранила Great Wall Hover, которого по инерции отбросила на встречный лифан. В итоге медики госпитализировали предполагаемую виновницу аварии и 2-летнего мальчика, сидевшего в салоне ее автомобиля в специальном детском кресле. Kia Rio едва не перевернулась на крышу после столкновения с одноименной иномаркой на улице Восход. Причиной произошедшего стала невнимательность на дороге одного из участников ДТП. Как все произошло, расскажет Матвей Опросин. Удар. И меня понесло, я уже руль вывернул вправо, чтобы не вылететь на встречку, и ушел на поребрик. Одно колесо лопнуло сразу, а остальные после того, как автомобиль вылетел на газон. Водитель Kia Rio утверждает, что его машина едва не перевернулась на крышу. Он приложил немало усилий, чтобы этого не допустить. После столкновения мужчина был напуган за своих детей, которые сидели сзади. Но все обошлось, в происшествии никто не пострадал. Я по улице Восход спускался вниз, в сторону улицы Серова. Стояла встречная машина Kia Optima, и он непонятно как-то вот в кармане вроде бы. Он меня видел. То есть все, я проезжал уже его, и в конце удар. Второй автомобилист свою вину отрицать не стал. Он свою вину признает, не отрицает. Были 2 свидетеля, они оставили телефон и сказали, если что, без проблем обращайтесь, подтвердим. И он 2 раза вот ко мне и к супруге подходил, сказал, извините, я виноват там, не заметил. Оба водителя остались дожидаться на месте сотрудников госавтоинспекции. Матвей Опросин, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Водитель Сузуки Гранд Витара повредил металлические ограждения на улице Воровского. Сделал он это не по своей воле. Иномарка поворачивала с улицы Декабристов, и очень скоро ее зацепила «Лада» 15-й модели. Ее водитель делал тот же самый маневр. Как он объяснил произошедшее, знает Айгуль Бадрудинова. Оба автомобиля поворачивали налево с улицы Декабристов на Воровского. «Лада» 15-й модели двигалась в левом ряду, «Сузуки» в правом. Вы оба поворачивали, получается? Да. Вы слева, он справа. Да, я его не уступил при перестроении. После удара «Сузуки» отбросила на металлические ограждения. Отечественный автомобиль избежал серьезных повреждений. Его владелец не стал ничего выдумывать и полностью признал свою вину. Вы его не видели, что ли? И сейчас я что могу сказать? Может, не увидел, может быть, не посмотрел, сейчас я уже не могу сказать. Учитывая, что виновник в ДТП определился сразу, оба водителя хотели поехать в центр оформления ДТП. Но из-за того, что при столкновении был поврежден забор, автомобилистам пришлось ожидать приезда сотрудников ГИБДД. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Подозрительную сумку обнаружили жильцы поздним вечером в подъезде одного из домов на проспекте Ибрагимова. Испугавшись, что это взрывное устройство, они вызвали на место полицейских. Стоит уже не 1 час. Мы приехали из сада. Вот. Жена говорит, стоит. Может, кто-то мусор выносил в сумке и бросил. Побежал назад, я говорю, не знаю. Вот стоит, вот и стоит. Впрочем, подозрения соседей не подтвердились, в сумке не было взрывного устройства. Помощь спасателей понадобилась корове в селе Малая Бугульма. Животное провалилось в погреб глубиной 2 метра. После произошедшего хозяева дома обратились на единый номер вызова экстренных служб 112. Прибывшие на место сотрудники зонального поисково-спасательного отряда номер 7 обвязали корову стропами и с помощью манипулятора вытащили ее из погреба. Это все, о чем мы успели вам рассказать. А во всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.